Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские авиаперевозчики Аэрофлота, Seven Airlines, а также авиакомпания Якутия начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Напомню, воспользоваться этими льготами могут граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55, а мужчины старше 60, инвалиды первой группы любого возраста, их сопровождающие, а также многодетные родители. Для жителей Дальнего Востока в силу географического положения территории возможность улететь по субсидируемым тарифам особенно важна. Билеты по этим льготам вдвое дешевле даже низких плоских тарифов Аэрофлота. Всего из федерального бюджета на обеспечение субсидированных авиаперевозок в следующем году запланировано 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Ну а для авиакомпаний, использующих легкие и сверхлегкие воздушные суда, стоит установить нулевые ставки НДС и акцизы на авиационные бензин и керосин, считают в Совете Федерации. Эти меры помогут развивать региональные и местные авиаперевозки, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока. Предлагается также рассмотреть возможность разработки утверждений государственной программы развития авиации общего назначения, предусмотрев в ней механизмы стимулирования отечественного производства легких и сверхлегких воздушных судов и авиационных двигателей мощностью от 100 лошадиных сил. Кроме того, считают в Совете Федерации, нужна система подготовки летного и технического состава для малых судов, строительство, реконструкция и эксплуатация аэропортов и посадочных площадок и механизмы привлечения инвестиций в эту сферу. Компания «Алроса» вошла в топ-10 ежегодного рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности. Рейтинг включает в себя оценку экологического менеджмента, воздействия на окружающую среду и степень раскрытия информации. Кроме того, «Алроса» была отмечена за конструктивное взаимодействие во время подготовки рейтинга. Отмечается, что в 2018 году «Алроса» направила на экологические мероприятия более 5 миллиардов рублей. Банки и компании ЖКХ раскритиковали новый закон о возврате просроченной задолженности физлиц. По их мнению, его реализация принесет дополнительные расходы, которые повлекут за собой повышение тарифов. Накануне состоялось заседание рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Представители экспертных групп раскритиковали законопроект, согласно которому контролировать взыскание всех задолженностей будет Федеральная служба судебных приставов. Эксперты считают, что у банков и компаний ЖКХ уже есть свои регулирующие органы, которые контролируют взаимоотношения с потребителями. Распространение закона на организации, для которых возврат просрочки не является основным видом деятельности, может повлечь за собой дополнительные расходы. Законопроект был разработан Минюстом и должен вступить в силу с 2021 года, заменив действующий закон о взыскании. Согласно его требованиям, контроль приставов будет распространяться на все организации, занимающиеся возвратом просрочки. Банки, микрофинансовые организации, ломбарды, а также операторы связи, управляющие компании из ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Однако законопроект находится на рассмотрении у соисполнителей, и его редакция пока не закончена. Единственный на территории Дальнего Востока Центр пищевых технологий Республики Саха-Якутия откроется в ближайшие дни в Якутске. Он необходим для обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, внедрения технических регламентов Таможенного союза. Центр пищевых технологий будет заниматься вопросами качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, реализуемых населению, выявления и предупреждения проникновения на потребительский рынок республики некачественных и опасных пищевых продуктов. Он также будет оказывать техническую и технологическую поддержку пищевым и перерабатывающим предприятиям, методологическую и консультативную помощь. Здесь будут проводиться экспертизы и различные испытания. Торжественное открытие запланировано на 24 декабря. В среднем на новогодний стол среднестатистический житель России потратит 6430 рублей. Отмечается, что за год новогоднее застолье подорожало на почти 3%. При этом больше всего, как рассчитали в Росстате, подорожали сыры, сливочное масло и апельсины в среднем на 10–11%. А вот красная икра подешевела на 5%, а свежие огурцы почти на 9%. По данным Росстата, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки в 9528 рублей. Дешевле всего собрать праздничное застолье в Ингушетии потребуется 3500 рублей. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.